стали жертвой мошеннических действий, поскольку ваш мобильный банк был выполнен вход из города Санкт-Петербург мобильного устройства iPhone 6. Вам пытались изменить ваш финансовый номер. С проблемой кибермошенничества с каждым годом сталкиваются огромное количество граждан. Аферисты вводят в заблуждение своих жертв самыми изощренными способами. Поддались хитрым уловкам онлайн-преступников за прошлый год, по данным МВД, 365 жителей Ингушетии. В 2022-м количество пострадавших с использованием информационных технологий – 229 человек. Раскрытыми считается 184 преступления, то есть уголовные дела направлены в суд, лица установлены. Из них 169 преступлений являются возбуждены по статье 159, то есть по мошенничеству. Раскрытыми на сегодняшний день, то есть в 2023 году 48, а также кражи в 2023 году по статье кражи возбуждены 23 уголовных дела, раскрыты 22. Цифры киберхищений растут по всей стране. В 2023 году объемы мошенничества достигли свыше 14 миллиардов рублей. Показатели превышают цифры 2022 года. При этом интернетное мошенничество постоянно эволюционирует и появляются новые виды афер. Но на территории региона, по словам правоохранителей, все еще продолжают красть деньги жителей старыми способами хищения. Когда наш гражданин, то есть переводит денежные средства на попытку, можно сказать, заработать денежные средства, однако переводит на счет мошенников. То есть его могут ввести в заблуждение, то есть мошенники, предлагая ему заработать на определенных акциях, то есть на определенных криптовалюте и так далее, а также дополнительный заработок, то есть постоянный способ введения в заблуждение наших граждан. Как правило, больше всех от телефонных мошенников страдают клиенты банков. По данным Центробанка, 83% граждан России хотя бы раз сталкивались с попытками кибермошенничества. И эксперты отмечают, что вернуть средства, которые человек добровольно перечислил на чужой счет, гораздо сложнее. Правда, среди пострадавших 2023 года удалось определенному количеству людей вернуть похищенные средства. Обвиняемые по уголовным делам зачастую сами заинтересованы в том, чтобы возместить в полной мере ущерб, причиненный потерпевшему. И, как правило, так и происходит. То есть преступники, то есть обвиняемые по уголовному делу, они возвращают денежные средства. Раскрыть дистанционное преступление непросто, так как часто мошенники находятся за границей. Тем не менее, правоохранители также с каждым годом усовершенствуют методы расследования. Об этом свидетельствует высокий процент раскрываемости дистанционных преступников за 2023 год. Количество преступлений выросло, однако процент раскрытия преступлений также вырос в Республике Ингушетия. Прежде всего связан с профессиональным и качественным подходом к работе и также постоянством проведения определенных оперативных и следственных мероприятий. Среднестатистической жертвой мошенников считается мужчина от 25 до 44 лет. Правда, ими часто становятся и самые незащищенные – пожилые люди и пенсионеры. Среди пострадавших в 2023 году, по словам правоохранителей, в большинстве своем были представители молодежи. В общем, даже знания и понимание современных технологий не всем помогают увернуться от ловких сетей онлайн-злодеев. Сотрудники полиции призывают жителей республики быть максимально бдительными и не сообщать никому личные данные. Прежде чем перевести денежные средства, необходимо посоветоваться и с близкими родственниками, и с более грамотными людьми в этом вопросе. Опять же, повторяюсь, прежде чем произвести какие-либо действия. То есть люди зачастую переводят денежные средства, не советуясь с кем-либо, то есть об этом, кроме него, как правило, члены семьи, и не знают, что их близкий родственник переводил определенные суммы на счет третьих, то есть неустановленных лиц. Если человек все же попадает в сети кибермошенника, правоохранители просят звонить в дежурную часть МВД по номерам 55 20 06 или 55 01 54, либо обратиться в ближайший отдел полиции. Диана Дударова, Магаз 24.